Прывітанне, вы глядзіце канал Свабода Прэміум, з вами Дмітрый Гурневіч у Празе. А сёння мы пагаворым пра тое, як немцы пасля вайны ачышчаліся з нацызму, як праходзілі працэс пакаяння, працэс асэнсавання сваёй гісторыі. І ў гэтым нам дапаможа разабрацца нямецкі гісторык Кристиан Ганцер. Прывітанне. Здравствуйте. Кристиан, давайте я сейчас перейду на русский, будет так проще немножко. Вообще 8 или 9 мая – это какие-то, не знаю, праздничные, памятные дни. Что вот в эти дни, и что-то вообще происходит в Германии, в немецких городах, деревнях? Люди как это воспринимают, этот день, эту дату? Сначала надо сказать, что 9 мая – это в Германии не понятие, потому что, вы знаете, что подписали капитуляцию в Берлине вечером, несколько минут до 12, так что здесь было еще 8 мая, и в Советском Союзе, в Москве уже было 9 мая, поэтому получилось так, что у нас нет совместного, так сказать, праздничного дня. Получилось так. Что немцы делают? По-разному. Я 9 мая буду кататься на велике. Конечно, сейчас пандемия, и в этих условиях все намного сложнее. В общем-то, это не воспринимается как праздник. Многие просто вообще забыли о том, что есть этот день. Но есть сознательные люди, которые празднуют или которые проводят мероприятия, митинги, демонстрации иногда даже. Например, в этом музее в Берлин-Карлshorst, это находится это Германо-Российский музей Берлин-Карлshorst, находится в здании, где была подписана капитуляция. А там каждый год производится праздник и вечером тост за мир. Так что очень такой, есть и такой. Но в общем-то, мне кажется, что большинство немцев даже не замечает, что есть такой день. Это сегодня так или так всегда было, скажем, тоже после войны, каждый год 8 мая не замечался, или все-таки просто, и сейчас даже в странах постсоветского региона оно не то, что тратит на значение, но все-таки все скромнее и скромнее, потому что ветеранов нет уже живых, в принципе. Надо понимать, что этот день воспринимался как день поражения в Германии очень-очень долго. И есть такой поворотный момент, можно сказать. Это было в 1985 году. Я это хорошо помню, потому что я тогда еще был школьником, и дискуссии тогда были большие везде, и я агитировал всех, что это день освобождения. День Победы — это понятно, что так в Германии невозможно воспринимать, но большинство населения воспринимало этот день как день поражения, день краха, день конца и так далее, и так далее. А я тогда агитировал, что это день освобождения. И случилось что-то совсем неожиданное. Потому что тогдашний западно-германский президент фон Weizsäcker выступил в Бундестаге с речью, где он назвал этот день Днем освобождения. И это, конечно, было вообще что-то совсем новое. Он был консерватором, он не был из тех кругов, откуда можно было такое вообще ожидать, что он такое сказал. Такое могли сказать, скорее всего, левые? Да, именно так, да. Это антифашисты, это социалисты, коммунисты, возможно, сторонники партии зеленых, возможно, левые социал-демократы, да. Скажите, вообще в Германии сегодня есть консенсус? Это все-таки день, скажем, памяти о оккупации? Или это тот же день освобождения, как сказал тогда канцлер? Не канцлер, президент. Президент, да.
Консенсуса вообще не может быть. Такого в обществах вообще редко бывает. Это такая фантазия, такой идеал, что все немцы, все россияне, или непонятно. Вот такого просто не почему? бывает. В России или в Беларуси 9 мая – это все-таки праздник, который, скажем, уважает большинство, это консенсус. Да, большинство, да. Хорошо, большинство, но… 97%, 8%, не знаю. Те люди, в принципе, я не знаю, людей, которые считают 9 мая праздником, скажем, просто неправильным. В любом случае, даже те люди, которые там не любят и коммунистов, и нацистов, они все равно понимают, что День памяти. Да. Нет, то, что это День памяти, это… Если спрашиваешь людей, есть такие, которые, кстати, да, 8 мая, да, конец войны, но это не так, что какой-то консенсус существует. Большинство, мне так кажется, воспринимает это сейчас довольно нейтрально. Да, конец войны – это хорошо, и конец национал-социализма – это хорошо, но то, что это сейчас какой-то важный праздник, нет, такого нету. Кристиан, а скажите вообще, вот как его сразу после войны немцы воспринимали это нацистское прошлое? Я имею в виду первые десятилетия после войны. Потому что как это мы представляем, что там Гитлер покончил жизнь самоубийством, Германию освободили, поделили, и все немцы поняли, что они делали неправильно, там, поддерживая, скажем, Гитлера. Или как это на самом деле происходило? Нет, мне не кажется, что все немцы поняли, что неправильно делали. Наоборот. И здесь такой психологический момент играет роль, я думаю, что люди вспоминают прежде всего свою боль, и свою беду. То, что разбомбили немецкие города и были под оккупацией, арестовали нацистов, немного, нисколько, что просто вот конец всего этого, это большинство немцев воспринимало как поражение и как несправедливость. И только много лет после войны немцы, часть немцев начала как это сказать? Осознавать. Именно это слово я искал, спасибо. Осознавать, что что-то там элементарно не было правильно, и что были огромные преступления. Но еще до 80-х, до 90-х годов были такие дискурсы, что немцы были жертвами войны. Это беженцы, тех, которые должны были покидать свои дома в Восточной Пруссии, сейчас Калининградская область, и из так называемых потерянных восточных территорий. Вот это была тема, что такая несправедливость существовала, и что это что конец войны – это прежде всего немецкие страдания. И не только конец войны, но тоже и война, что это немецкое страдание. И я помню, я думаю, что это было в 1995 году, когда был опять такой юбилей, немецкая почта публиковала, я могу потом послать скан, думаю, что у меня есть эти марки. Да, немецкая почта опубликовала 3 марки по поводу конца войны. На одной из них тема освобождения концлагерей. Очень абстрактное изображение, если я правильно помню. И на 2 из них было разрушение немецких городов и, не знаю, как правильно на русском это сказать, изгнание из родины там на Востоке. То есть вы имеете в виду Западную Польшу современную? Да. То есть 2 марки по поводу типа немецких жертв, а 1 марку по поводу жертв немцев. Так еще в 90-е было. Угу. Так, вот сейчас мы еще про 90-е вернемся, там интересные события были, а я хотел бы знать, как в школах немецких сразу после войны учили про войну, как
скажем, эти вот дети, которые фактически еще были даже в Гитлер-Югенде, вынуждены были изучать историю своей страны сразу, там, скажем, 46-й, 47-й, там, до 50-х лет? Не могу ответить на этот вопрос, потому что я не исследовал это. Но что я могу сказать, эта тема вообще была табу. Вот об этом просто-напросто не говорилось. И надо понимать еще один момент. Кем были эти учителя? Это же бывшие нацисты, бывшие солдаты, бывшие эсэсовцы и так далее, которые сейчас опять были в школах, и никто не вмешивался, когда они пропагандировали нацизм или объяснили, что все было очень хорошо. Вот я разговаривал с пожилыми людьми, которые тогда ходили в школу, и я был просто в шоке, вот, что они рассказывали о своих Даже учителях. после войны имеете в виду? После войны, да. Что участники войны преподавали в школах и рассказывали, что как клево было там на войне. Угу. Но это, наверное, какое-то было... Скажите, это касалось меньшинства, потому что вот мы знаем, что, ну, по крайней мере, я даже кино художественно основано на реальных событиях, о том, что, в принципе, после войны членам бывшей, уже запрещенной нацистской партии, в принципе, запрещали быть учителями в школах. Этот конкретный факт я не знаю, но насколько я понимаю, вот эта энтнацифицирование, вот эта денацификация называется, да, по-русски, да. Она закончилась в 1951 году. И все стали типа свободны, только преступники первой и второй категории остались в тюрьмах, но их довольно быстро освобождали. Ну вот как раз вы вспомнили этот термин денацификация, а вот расскажите, когда это в принципе все началось, и тут же важно еще понимать, что в Германии в принципе уже было две, да? То есть как бы была восточная, была западная, разделенная между сферами влияния. В чем заключалась эта денацификация в первую очередь? Бумажками. То есть люди должны были заполнять анкету, объяснить, что они плохое делали или хорошее, и были ли они в партии или в других нацистских организациях. Это все на Западе довольно быстро вот закончилось в 1951 году. Это как иллюстрация, в принципе, такая. Ну, типа да, но очень... Понимаете, западные союзники не были очень заинтересованы в денацификации, опять что они в холодной войне, и она же началась сразу после войны, опять сотрудничали с нацистами. Вот, и им это было не нужно. Вот. На Востоке, то есть в советской зоне оккупации и потом в ГДР с 1949 года, там все было немножко по-другому, более серьезно. Но на Западе и судьи, и практически везде, в администрациях и практически везде, даже в правительствах, то есть в правительстве ФРГ, в правительстве земли, везде были нацисты бывшие, и даже очень важные нацисты. Вот. Так что это просто денацификации фактически не было. Ну, вот сами процессы именно немецкие против военных преступников, они, кажется, проходили как раз-таки в Западной Германии, да? Во Франкфурте начались эти процессы, потому что Нюрнберг – это было все-таки союзнические суды с участием там США, Советского Союза, а во Франкфурте, это, мне кажется, уже были 60-е годы, если я не ошибаюсь. Да, так называемый Auschwitz-процесс, то есть процесс по поводу Освенцима. Это было в начале 60-х годов, и были еще другие не такие известные процессы, которые обычно заканчивались тем, что подсудимые были освобождены, потому что все не так страшно. Вы там участвовали в массовом убийстве, но, в принципе, вы только выполняли приказы, и вот идите домой. Вот.
Так что, да, такие процессы начались в 60-е годы, и немецкое общество очень неоднообразно, неоднозначно реагировало на это. Частично для многих это было очень важно, и они видели, ой, блин, там на самом деле столько много преступлений, и такие ужасные преступления, а другие считали, что, ой, это уже так давно, и надо забыть, и это нас не касается, и так далее. И, к сожалению, до конца 60-х годов это была доминирующая тенденция, что надо забывать, и все не было так страшно, и мы, немцы, намного больше страдали, чем все остальные. Мы настоящая жертва войны. Я вот как раз недавно видел такие цифры. Это опубликовалось историком с МГУ, с Москвы, Татьяной Тимофеевой, историком, который занимается Германией сильно, и она приводила интересные данные опросов, которые проводили западные союзники в Западной Германии с 46-го, кажется, 45-го по 48-й год, и я удивился этим опросам, потому что это были анонимные опросы, но тем не менее. Там, например, 33% считало, что евреи не должны иметь такие же права, как имеют остальные граждане Германии после войны. Там 44%, мне кажется, или более 40% считали, что нацизм сам по себе был хорошим, как идеология, но в практике вышло плохо. Или около 40% считало, что все-таки и Судеты, и Австрия должны быть частью Германии, или там сильное руководство все-таки это гарантия будущего хорошего Германии, то есть мощная власть, да, как говорил Лукашенко про Гитлера. Скажите, когда это все начало меняться, когда этот процесс, который люди в мире, в принципе, называют процессом переосмысления немцами своего прошлого нацистского, он на самом деле начался именно осознанно? Когда новое поколение стало взрослым, тогда что-то менялось. Это было движение студентов в 1968 году. Тогда молодые люди стали спрашивать у своих родителей, кстати, а что вы там делали во время войны, во время нацизма и так далее? И это было время, когда первый раз в семьях об этом говорили и обсуждали это, и не только в семьях, но и публично это обсуждалось. Но этот процесс все-таки шел очень, очень медленно. И только где-то в 70-е годы, наверное, это менялось. И надо понимать, что 12 лет нацизма и те годы до этого очень сильно влияли на людей, и люди просто верили в всю эту чушь, и, конечно, были антисемитами. Все, что вы там сказали, что все еще против евреев и так далее. Но осталось то, что стабильно в 80-е, 90-е годы и после соцопросы показывали, что приблизительно 15% немцев являются правыми экстремистами, что они антисемиты, расисты, гомофобы и так далее. Да, но это просто намного, скажем, меньше, чем сразу после войны. То есть какой-то процесс проходил, но вы сказали про то, что это было связано в первую очередь с тем, что люди, новое поколение начало осознавать это. А именно, скажем, в двух государствах, получается, в ГДР и в ФРГ, были какие-то, не знаю, институции, которые за это отвечали, не знаю, специально по телевидению, по радио, литература, журналы, которые, например, говорили так, мы немцы, мы там виноваты, мы должны сейчас осознать. Гюнтер Грасс там интересно говорил, да, но это было позже немножко, его, в принципе, философия в этом заключалась. Но именно организовано как государство. Нет, государство, в ГДР, естественно, да, это государственный миф. Мы все антифашисты, а бывшие нацисты, они там на Западе.
Но в ФРГ, то есть на Западе, такого не было. Это старались смириться с Францией, вот, создали вот такую организацию обмена молодежи, и это очень успешно, что вот эти вечные враги стали друзьями, но нет, касательно идеологии нацизма и антисемитизма, это, вернее, неправительственные организации делали такие, образовательные программы и старались создать вот мемориальные комплексы, музеи, боролись за то, что память о жертвах войны чтили. Вот это все не государство делало. То, что государство включилось туда, это, наверное, только где-то в 90-е годы началось. Сильно началось. Ну, важным моментом, который считают тоже поворотным, это был жест Вилли Брандта, да, канцлера в Варшаве в 70-м году, когда он встал на колени перед мемориалом жертвам восстания в Варшавском гетто. И все же это произошло в 70-м году. Но как вы считаете, почему это было так поздно? Это было 25 лет после войны. Он был первым левым канцлером в Германии. И те, которые были при власти до него, они все консерваторы или бывшие нацисты, но вот, которые вот, тем более ему не было не антифашисты, потому что ему не было причины становиться на колени, потому что он как бы не был к этому причастен. Он был антифашистом, он же даже боролся вот против фашизма, он был старым левым социал-демократом. Для него это было понятно, что нацизм – это зло, и что надо создать мир и дружбу вот между народами и так далее. Но просто до него никого не было в этой позиции при власти вот, в Германии, в Западной Германии, кто мог бы такое делать, потому что тогда они... это просто... если бы, скажем, Аденауэр такое делал, да, за него перестали бы голосовать, потому что просто голосуют за Аденауэра вот такие, которые вот, считают, что мы жертвы, а не поляки, евреи или кто-то. Кстати, вот да, вот вы сказали, что против, до Брандта не было таких канцлеров, не было таких руководителей. А какой был главный аргумент, скажем, этой части людей, которые считали, что Германию, не то что ошибочно, скажем, незаслуженно обвиняет во всем, что не только они соучастники, и они тоже жертвы? Я вопрос не понял. Да, как они это объясняли, да? То есть, в то время, когда весь мир понимал, что все-таки это Германия начала войну, да, это она отвечает за Холокост. Какие могли быть их аргументы в свою защиту? Не было. Просто не было аргументов. Просто молчали об этом. Ладно, Холокост, да, вот это, конечно, вот нельзя отрицать, потому что это слишком явно и слишком ужасно и так далее. Но старались об этом не так много говорить. Я помню такую статью, это было где-то, наверное, в 1983 году, читал я в этом журнале, что один депутат Бундестага консервативной партии, ЦДУ, сказал, что эти газовые камеры не были такие уж страшные, потому что это относительно гуманно, как убивали там людей. Вот такое было возможно еще в 80-е годы. Депутат Бундестага. Понимаете, это просто... И просто они это вот не отрицали, они просто не говорили об этом и говорили постоянно о том, как они страдали. Вот и таким образом они покрывали Холокост своим страданием, своими рассказами, своей судьбой.
Да, я вот тут тоже вспомню один из таких фактов исторических, что как раз-таки после войны, но это было тоже касалось как бы сферы влияния западных союзников, когда проходили киносеансы, вот я тоже слышал про это, сначала показывали кинохронику именно с концлагерей, с лагерей смерти, и человек, который опаздывал, он не мог как бы зайти позже уже на сеанс, то есть надо было зайти заранее, чтобы видеть всю эту кинохронику, да. И нельзя было уйти раньше, потому что после сеанса давали карточки на продовольствие. И факт интересный в том, что немцы, которые, ну не все, конечно, были немцы, которые приходили, они просто закрывали глаза или затыкали уши. Но это тоже как бы свидетельство живых свидетелей этого всего. Это было сразу еще после войны. Но уже через 50 лет, в 95 году в Германии прошла выставка, да, про вермахт, потому что официально вермахт не был признан организацией, как сказать это по-русски, злочинной по-белорусски, преступной организацией. Но, тем не менее, эта выставка, не помню, как она уже называлась. Verbrechen der Wehrmacht. Преступление вермахта, да. Да, возможно, да. Вот. Она все-таки показала по-другому, потому что там все-таки были миллионы людей в вермахте. Вот скажите, конечно, это поздно, 50 лет после войны, после окончания войны, но тем не менее, как это было воспринято тогда в Германии? Потому что все-таки, понимаете, у каждого второго дедушка был в вермахте. Я не говорю, что он там туда с желанием шел, но тем не менее он там был. Эта выставка переворотный момент в истории памяти в Германии. Потому что, да, правильно сказали, что до этого вермахт считался типа чистой армией. То есть все преступления – это только СС. А вермахт – это вот не политическая армия. Эта выставка очень сильно эмоционально действовала, потому что она была основана на фотографиях. Там было сотни фотографий, которые очень такие интенсивные фотографии, которые делали сами немецкие солдаты, которые участвовали в массовых расстрелах или просто наблюдали и фотографировались на фоне повышенных вот, и так далее. Вот, то есть понятно было, что, во-первых, то, что немцы постоянно говорили, мы ничего не знали, это ложь. И, во-вторых, что вермахт участвовал в всем этом. И это вызвало очень, очень сильные реакции в обществе. Одни сказали, вот это же то, что мы всегда говорили, что вермахт преступная организация, и вермахт сделала вообще возможно Холокост. А другие, опять же, консерваторы утверждали, что это оскорбление немецких солдат, что так вообще не обобщать, что нельзя так обобщать, утверждали, что эта выставка утверждает, что все немецкие солдаты были преступники. Выставка такое не утверждала. Были митинги, демонстрации, и в Мюнхене, например, консервативная партия ЦСУ, которая сейчас в правительстве опять в Германии, организовала демонстрацию против этой выставки. И получилось так, что не только сторонники этой партии участвовали в демонстрации, но и неонацисты. И получилась самая большая демонстрация неонацистов после Второй мировой войны в Мюнхене. Я не помню, эту выставку показывали по всей Германии, в разных городах. И не помню, только в одном из городов или в двух были даже покушения, то есть бросили бомбы в помещение, где была эта выставка. Потом стало понятно, что были неточности в этой выставке, что историки не всегда совсем корректно работали с фотографиями, и что
где-то еще несколько фотографий из этого огромного массива, я не помню, сколько там было фотографий, но сотни или даже больше, что несколько из них имели не совсем правильную аннотацию. Вот. Была создана даже историческая комиссия, которая все это вот исследовала, и в результате оказалось, да, вот, у нас мало опыта в работе с фотографиями, и историки часто вот, используют фотографии просто как иллюстрации, а не как источник. Это надо делать. Это по всему миру так. Смотрите советские учебники или сегодняшние белорусские или российские учебники. Вы часто даже не видите информацию о том, откуда эта фотография. Вот. И поэтому институт, который создал эту выставку, решил закрыть эту выставку. Это, по-моему, не надо было делать, потому что можно было исправить вот те 13 фотографий, которые с неправильными аннотациями. И была создана новая выставка, которая, наоборот, базировалась прежде всего на письменных источниках. То есть там надо было читать на этой выставке, но месседж, не знаю, как это сейчас по-русски сказать, Послание. главную информацию не меняли. И на основе письменных источников можно было показать, что Вермахт преступная организация, что Вермахт участвовала и в Холокосте, и в геноциде против советских военнопленных, и так далее, и так далее. То есть, да, вот. Кристиан, а как в современных школах в Германии вообще учат про войну? Как вот вы сами это оцените тоже как историк? И про Холокост, но я думаю, что тут сомнений, конечно, нету. Ну, в принципе, про Германию, как про жертву тоже войны, что немцы оказались как бы вовлечены в этот нацизм и просто вынуждены были быть, как бы, знаете, как под метлой нацистов боялись. Как это показано все? Я больше занимаюсь музеями, чем школьными учебниками. Но, насколько я понимаю ситуацию, сейчас это довольно объемно показывается, и да, вот это здесь уже никто не старается вот скрывать все эти преступления и факт, что немцы добровольно участвовали в всем этом. В музеях ситуация мне более знакома, и тут иногда очень странные явления видны, но в основном вот это в основном музеи показывают эту историю довольно хорошо и объемно, и я всем особенно вот могу советовать, если вы бываете в Берлине, посетите Германо-Российский музей Берлин-Карlshorst, потому что там уникальная экспозиция, потому что там немецкие, украинские, белорусские и российские музейщики, историки вместе создавали вот эту экспозицию. Угу. Кстати, а вот как вы когда учились в школе, проходили это все? Как вот для вас лично это было, осознавание вот какой-то истории, я не знаю, там, ваших родителей, дедов, прадедов в отдельно взятом человеке? Это давным-давно, я хорошо не помню, я был, наверное, не очень удачным учеником, но я помню, что у меня был относительно левый, хотя, может быть, просто он был христианином, учитель, который нам показывал это довольно сильно. Вот, но я вот эти детали не очень помню, вот что, хотя это была средняя школа, потом в гимназии было, конечно, по-другому, потому что мы там уже чуть не научно вот занимались всеми этими вопросами.
А вот вообще вы вспомнили про поколение, следующее после войны, которое как бы осознавало историю. Но вот в вашей семье, вот вы слышали какие-то такие разговоры как-то про историю, там, скажем, ваши родители, чтобы обращались к вашим там дедам, или вы с ними разговаривали? Вот как это вообще происходит на уровне отдельно взятой семьи? Происходило, скорее. Мои родители очень отрицательно относились к фашизму, но поколение до этого там все было немножко сложнее, скажем. Об этом в семье практически не говорилось. Я был слишком молодым, чтобы задавать эти вопросы, когда те были еще в живых, которые участвовали в войне. И в семье всегда говорилось, что вот дедушка был на войне, но он уже тогда был пастором, и поэтому не воевал. Я потом понял позже, что он стал пастором только после войны. И потом вот говорили, что он же был в Норвегии, а там все было спокойно. Я только позже понял и узнал, что в Норвегии было не менее жестоко, чем в Беларуси. Но это тоже такое очень неизвестное в кармане дело. Вот поэтому в семье об этом очень, очень мало говорилось. Кристиан, а как вот современное поколение в Германии? Да, можно добавлю еще один момент. Был один человек, дядя Вилли, его звали. Дядя Вилли был, видимо, каким-то разведчиком, шпионом или что-то подобное. Но он не дядя, на самом деле, его просто так звали. Он был мужем сестры бабушки, если я правильно понял. Не знаю, как выразить, как называть что-то. Двоюродный дядя. Типа да, но даже не то, потому что он только был мужем, то есть он не был в семейной линии. Типа. Вот. И мне рассказывали, что когда он напивался, что он тогда вот рассказывал, как это было клево, и как перед Москвой он, который владел русским, украинским, белорусским, как он одел советскую гражданскую одежду, перешел линию фронта, сел на трамвай, ехал в центр Москвы, гулял на Красной площади и так далее. Да? Вот, и просто, он, видимо, был нацистом. И я решил, когда я проводил исследование по поводу Брестской крепости, о которой я написал кандидатскую работу, я решил в архиве искать следы его и моей дедушки. И надо еще добавить такой момент. Вот этот нацист, разведчик, дядя Вилли, после войны служил опять, как это называется, в спецслужбе, скажем так. Это сейчас Федеральная информационная служба, БНД, Bundesnachrichtendienst, а сначала это была так называемая организация Гелена. Гелен – это человек, который вот создал вот это. И он там служил после войны. Вот, так что я был в военном федеральном архиве и искал вот следы его и дедушки. Там архивисты, конечно, помогают. И эта женщина, которая мне там помогла, сказала, когда я показал ей данные, которые вот у меня были, вот дедушку обязательно найдем, он был офицером, так что обязательно вот найдем. А вот этот дядя Вилли, посмотрим, думаю, что что-то найдем. Через 2 или 3 дня она обратилась ко мне и сказала: слушайте, вот здесь это подозрительно. Потому что мы вообще ничего не нашли. Вообще ноль. Как будто эти люди никогда не существовали. Так что кажется, что дядя Вилли, который работал после войны опять в спецслужбе, организовал типа чистку архива.
и заодно еще вот, ну, типа вот для семьи, то есть убрал вот и материалы дедушки. Да-да-да. Вот это обидно, потому что хотелось бы узнать, вот, а где был дедушка, что он делал, в какой дивизии он служил. Но вообще ноль. Мгм. Кристиан, а как современная молодежь в Германии, я имею в виду самых таких молодых людей, как студенты, вот относятся к всему этому процессу, потому что уже прошло там с момента окончания войны более полувека, там 70 лет практически. И это более даже. И это же не может быть бесконечно, да? Вот они чувствуют, что это когда-то должно остановиться, или это всегда просто это вот наследие историческое будет давить на немцев. Им это вообще не мешает? Давить на немцев, я бы так не сказал. И мне кажется, что так говорят только те, которые хотят типа расслабленное отношение к национал-социализму, которые хотят освобождения от этого наследия, чтобы свободно опять действовать в духе антисемитизма и расизма. Очень многие понимают, что речь здесь не идет о давлении, а речь идет об ответственности, что мы не виноваты в том, что случилось. Это всем понятно, нас не было тогда. Но мы несем ответственность за то, что такое не повторялось. И это не заканчивается, потому что пока человечество существует, мы имеем вот такой долг бороться за то, что не было войны, не было фашизма, не было вот, дискриминации таких. И это, я думаю, что это очень, очень многие понимают. Надеюсь, что именно так есть. Да. Сегодня Германия фактически это одна из самых пацифистских наций в мире вообще. Я так не считаю. Да, это будет, конечно, субъективная оценка, но если, скажем, евреи из Беларуси эмигрируют в Германию, да, то это во многом свидетельствует, и не только евреи, но, в принципе, люди выбирают Германию не только потому, что это комфортное место проживания, а потому что они не чувствуют, что они там находятся как граждане какой-то другой категории. Очень часто эмигрируют из своей родной страны. Но означает ли это, что этот процесс, вот он, не знаю, или завершается, или скоро завершится, или вообще когда он завершится? Потому что, мне кажется, что это именно осознание, или он уже давно завершился, как вы сами это оцениваете? Это же не может бесконечно продолжаться. Когда немцы бомбили Белград в 1998 году, аргументировали так, что это из-за Аушвица, что у немцев есть ответственность, и поэтому надо бомбить другие страны. Я здесь не вижу пацифизма, вот, что я имею в виду. Да. Вот, когда мне этот вопрос как-то странно звучит, потому что когда это заканчивается, вот это, понимаете, эти травмы, которые вызваны войной и геноцидом, и всеми этими репрессиями, они остаются очень, очень надолго, очень надолго. И те преступления, которые совершили тогда немцы, они такие чудовищные, что об этом забыть ни в коем случае нельзя. И надо все делать, чтобы такое не повторялось. Вот. И поэтому вопрос, когда это заканчивается, мне это как-то нелогично звучит. Дело в том, что в некоторых странах такое не начиналось. Я имею в виду страны, которые прошли коммунизм и, скажем, большой террор. И сегодня во многих странах это оправдывается, где Сталин считается каким-то героем.
по сравнению с Германией, которая прошла за 70 лет процесс такой, что, ну, я думаю, что не буду отрицать, что сегодня в Германии, ну, нет такой, она не угрожает миру, да, там нет каких-то там серьезных неонацистских организаций, которые могут угрожать, там, не знаю, евреям, немецким. Есть. Ну вот расскажите нам про такие организации, насколько это серьезно, потому что ну, есть же субкультуры, а есть именно какие-то, не знаю, военизированные или что, которые могут возродить снова нацизм, ну, уже теперь неонацизм. Насколько это серьезно? Это очень серьезно, потому что это происходит на разных уровнях. Вот с одной стороны есть вот такие ну, глупые типа уличные нацисты, которые избивают людей, которые им как не скинхеды вы имеете в виду, что такое? Да? Это 80-е. Они сейчас по-другому выглядят. Их иногда просто даже не узнаешь. Вот такое есть, но есть и партии, как так называемая AfD, Альтернатива für Deutschland, которые в Бундестаге сидят, это тоже это неонацистская партия. И что очень опасно, это то, что в вооруженных структурах, то есть и в Бундесвере, и в полиции, и в федеральной полиции, все больше возникают какие-то неонацистские структуры, которые крадут оружие, боеприпасы, которые создавали вот, списки смерти политиков, которые и все больше вот мы видим такое. И я вижу здесь определенное повторение истории, потому что в межвоенный период именно вот эти структуры были самые антидемократические и самые опасные для демократии. И они действовали именно в это направление, чтобы уничтожить демократию. И кто идет в Бундесвер? Это же не люди, которые отрицают войну и оружие, и подчинение, и дисциплину, и все это. Мне это не кайф ходить в униформе. Поэтому я бы... армия в любой стране должна быть, как бы, это же... Это спорный вопрос, но даже если да, кто туда идет? Даже если люди, которые хотят свою страну защищать в случае войны. Это так говорят празднично и официально, но на самом деле все происходит более на таком бытовом уровне. Я принимаю решение как индивидуальный человек, что я хочу делать. И когда у меня аверсия против оружия, против войны, против таких структур, я туда не иду. А если мне, в общем-то, вот такая дисциплина нравится, и все это, такая вот, и заниматься оружием и так далее, но, к сожалению, есть совпадение такое, что корреляция такая статистическая, можно сказать, что те, которым нравится армия, это, как правило, и те, которым нравится авторитарный режим, авторитарный политический режим. И поэтому это мой опыт. Я был в Бундесвере и потом учился частично в университете Бундесвера в Гамбурге. Мой опыт такой, что там левых вообще не найдешь, а есть правые экстремисты. И это то, что мы сейчас видим. Опять. Как это, скажите, вообще возможно? Потому что вот обычно, я думаю, зритель удивится, потому что как бы Германия член Евросоюза, страна демократии, страна в НАТО. И, казалось бы, законы сегодня не разрешают или пропаганду каких-то неонацистских, неофашистских идеологий. Сложно себе представить, чтобы с флагами, скажем, гитлеровскими, да, с нацистской символикой люди маршировали с какими-то там
как это по-русски, походнями по центру Берлина. Немножко разные, немножко, может, даже дефиниция уже изменилась просто всего этого. Когда о таком узнают следственные органы или общественность, тогда, конечно, действует против этого. Вот, арестовали разных солдат, исключили их из Бундесвера, и когда ходишь вот с такими знаками, вот, участвуешь в нацистских демонстрациях, это сейчас, как правило, имеет последствия для таких солдат. Но я служил в 1988 году. И я помню, что у нас в казармах, у нас в здании, в коридоре была галерея фотографий офицеров или генералов. Не Бундесвера, а вермахта. Вот, и в подвале висели фотографии военной техники. Не Бундесвера, а вермахта. Я помню, что на лестнице, там, когда идешь в подвал, была карта Германии. Очень удивительная форма. Потому что там была и Австрия, и Судеты, и Восточная Пруссия. Вот. Это было 1988 год. И как-то типа нормально. Сейчас такого, наверное, уже нет, потому что сейчас проводят там проверки и так дальше, но все-таки, да, вот такое есть. Вот смотрите, у меня еще, Кристиан, один вопрос, но там он двухчастичный такой. Он все-таки касается уже в конце истории снова. Вот сегодня... Одну секунду, пожалуйста. Здесь кот орет. Я должен его кормить, иначе он не дает покоя. Делаем паузу, вы кормите кота, возвращаетесь, я жду. Хорошо. Можно еще возвращаться вот, к одному вопросу? Нет. К другому вопросу. Вы спрашивали по поводу травм и что есть страны, где вот не осознавали, не проходили. Вот, и упоминали сталинизм. Вот, и я хотел бы вот, именно вот по этому поводу еще кое-что сказать, что мне удивительно на самом деле, и что это на самом деле важная тема, о которой надо говорить. Я знаю, что сейчас очень часто люди из бывшего Союза ищут могилы своих предков в Германии. Это могилы тех, которые попали в плен и которые погибли в немецком плену. Это же миллионы людей. В Германии есть кладбища такие военные, есть мемориальные комплексы на месте бывших лагерях и так далее. Есть база данных ОБД Мемориал, где можно исследовать своих предков. Есть базы данных, вот, как, например, Sowjetische Memoriale.de, где можно найти вот все эти места в Германии. И люди приезжают, чтобы искать своих предков или хотя бы вот место могилы вот, своих предков. Вот. И это абсолютно нормальный процесс, это хорошо так, что люди об этом не забывают, и что сейчас военнопленные уже не считаются типа предателями, о которых надо забыть. Но что для меня удивительно, это другой момент. В любой семье в Советском Союзе были жертвы войны. Но в любой семье в Советском Союзе были и жертвы сталинизма, жертвы ГУЛАГа. А этих не ищут, мне так кажется, не так объемно, потому что это все еще стыдно. Непроработанная тема. И существует все еще такое чувство стыда, что прадедушка был в лагере, дедушка был в лагере. Вот. Ну, а почему? Ну, потому что он был вредителем, немецким шпионом. Или, вот,
мы знаем, что все это чушь, полная чушь, да, вот все эти обвинения. Вот, и для меня это плохой знак, что в России, в Беларуси своих предков, которые погибали в советских лагерях, не ищут. И я думаю, что это было бы очень, очень важный процесс для всего общества. Осознавать, что и здесь существует травма, потому что те, которые возвращались из лагерей, молчали. И эту травму надо как-то обрабатывать. Ну, я просто попробую ответить, это не то, что вопрос, это реплика скорее с моей стороны, потому что в странах бывшего Советского Союза, за исключением, наверное, Прибалтики, никогда не был осужден сталинизм, репрессии именно в массовом таком вот объеме. Про это, конечно, есть памятники отдельные, даже в Куропатах поставили недавно памятник, но там непонятно, кому он стоит, за что он стоит и каким людям. И поэтому в этом смысле это абсолютно логически то, что этих людей не ищут, потому что люди не считают в своем большинстве эту идеологию такой же преступной, как, например, нацизм, а по существу она должна такой признаться. Кристиан, последний вопрос. Вот в этих странах, которые мы сейчас как раз вспоминали, бывшего Советского Союза, можно часто услышать такой упрек в сторону Германии и, в принципе, стран Запада, что переписывается история Второй мировой войны, и, в частности, вот немцы пробуют стараются разложить ответственность на разные страны. Ну, надо же помнить, что не только Германия, там, и в Германии тоже были свои союзники, в том числе не то что союзники, но отдельные представители разных народов, которые принимали участие и в военизированных организациях, и в Холокосте в том числе. Вот если такое, как вы, как немец и как историк это оцениваете, на самом деле исходит ли это из Германии, то, что эту вину за Вторую мировую войну немцы хотят разделить, эту ответственность, ну, или эту травму на других тоже? Я исхожу из того, что, наверное, точно есть такие люди, которые именно вот так аргументируют, что ой, другие тоже делают что-то такое. Но на государственном уровне и на уровне исторической науки такого нет. Здесь, может быть, есть какие-то... Никогда нельзя говорить, что вообще нет. Да? Но то, что я замечаю, и то, что я сам делаю как историк, люди исследуют, конечно, и вот эти профашистские формирования, коллаборационистские формирования и так далее. И это надо исследовать. Это часть истории, и это надо исследовать. Но основа всего этого остается всегда, что национал-социализм был создан в Германии, и что все эти преступления стали возможными только потому, что нацисты начали эту войну, и обвинять других, чтобы уменьшить свою вину, но это вообще смех. Так серьезные историки точно не делают. Я, в общем-то, предпочитаю не говорить о вине, а я предпочитаю говорить об ответственности, потому что вина – это полу такое религиозное понятие, и когда я чувствую вину, что я могу делать, покаяться, или не знаю, как это по-русски называется, чтобы как-то избавиться от вины, а ответственность дает нам возможность действовать. И развивать общество и этику. И я считаю, что сейчас кот будет шумить немножко. Я считаю, что это даже важно для тех обществ, из которых вышли, из которых те преступники, которые сотрудничали с немцами, потому что и это люди из этого общества, и надо осознавать и преступления, которые были совершены типа нами, и не только показывать, ой, мы типа невинные, и все, мы не несем ответственность за все это, мы ни при чем, надо
это осознавать, чтобы понимать, как такое могло вообще случиться. Спасибо вам, Крістіан. Дякую вялікі. Я нагадаю, што мы сёння гутарылі з нямецкім гісторыкам Крістіан Генцерам пра нацысцкае мінулае Нямецчыны, пра тое, як нацыя нямецкая гэты працэс ачышчэння праходзіла ад заканчэння вайны да сённяшніх дзён. Гэты працэс паводле Крысціна наўрад ці калі-небудзь скончыцца, або прынамсі вельмі хутка. А вось напрыканцы таксама парэкламую кнігу Крысціна, который з'яўляецца аўтарам пра Берасцейскую крэпасць. Яна выдадзеная была і можна яна быць у Беларусі, вот на сайце Архе, так, можна... Не эту, а другую имейте в виду. Так, вы бачыце. Цікавіцца Беларусю, займаецца Беларусю і ў прынцыпе разумее беларускую мову. Вы можете знайсці папярэднюю гутарку, якой ён удзельнічаў, то пра Халакост немцаў і Беларусі. О, вось гэта менавіта пра Берасцейскую крэпасць. Вялікая праца і навуковая, перш за ўсё, не папулярная, не публіцыстычная. Дзякуй вялікі, Крысціан, вам усяго вам самага добрага і таксама гледачам нагадваю падпісвацца на наш канал Свабода Прэміум. Будьце разам з намі, заставайцеся са свабодай. Спасибо вам, до свидания. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.